Василий Фатхи, у вас печать с собой? Печать в кабинете. Вечное сотрудничество, плодотворное в пользу наших добрых, прекрасных, древних народов. Спасибо. Дорогие друзья, мы приглашаем вас всех на первый этаж, на нашу выставку, чтобы ознакомиться с замечательными творческими работами художников российских и художников палестинских. Спасибо всем за внимание.
أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم. أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم. وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم. وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم. فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم. وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم. فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم. أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم. أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم. أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي. أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي. وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي. أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي. وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي. أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم. أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم. حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي. حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي. وصنت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي. حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي. وصنت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي. أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم. أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم. أناديكم 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 أناديكم. И сейчас она музей, краеведческий музей, город Каменка. Вот дальше, значит, знакомимся. Опять это у нас Светлана Ичкова. Но картины надо смотреть издалека. Они очень красиво смотрятся. Близко не обязательно. Значит, уважаемый Мурат Рамзанович, не первый раз сегодня находимся здесь у вас. Чувствуем себя, такая атмосфера теплая, такая прекрасная, как будто мы всегда были здесь. Не случайно называют вас здесь, это русская Палестина. Мы очень рады, что сегодня открываем 32-я и 33-я выставка тоже недалеко от вас, здесь в Дедовске. И да, я безумно благодарен вам за то, что вы принимали активное участие в этом деле. И благодарю, уважаемая Татьяна Семеновна, за ее вклад, за ее поддержку, за вообще все руководство вашего города. Ну, ощущается настоящая русская, такая хорошая, прозрачная, добрая, гостеприимная, прекрасная, образцовая душа. Вот я прошу передать ей благодарственное письмо от нашего имени. Заслуженный работник культуры Марийской Республики. Российской Федерации. Арсений Яйцов.
Вот и вам лично, уважаемый Мурад Рамзанович, тоже огромная благодарность за ваш вклад. И прошу также передать вот лента дружбы народов, освященная храма Рождества Христова в Иерусалиме. Прошу передать главе администрации и вся ваша администрация, как лента вместе с флагом Палестины, как видите, как поддержки наши хорошие, добрые отношения, которые длятся более 1000 лет между народами Палестина и Россия. И вот чтобы у нас было больше. Огромное спасибо. Я в свою очередь хочу сказать, что и для нас, для всех россиян, это очень актуальный вопрос, и очень приятно, что и этот шаг посвящен и храмам Рождества Христова, и мечетью Аль-Аксы, потому что мы являемся многонациональной, многоконфессиональной страной, где мы считаем, мы работаем каждый день на том, что и наш президент, и наше правительство, и в том числе и губернатор Московской области, мы работаем над тем, чтобы каждый человек, вне зависимости от национальности, от конфессии, мог жить в рамках существующих прописанных законов Российской Федерации, чувствовать себя комфортно, как дома, чтобы люди здесь уважали друг друга, а тем более многовековая дружба с палестинским народом мы всегда поддерживали, поддерживаем. И я думаю, что эта выставка, это как элемент на будущее, такой фундамент для того, чтобы мы сближались и побольше узнавали друг о друге. Поэтому Значит, эта картина написала у нас знаменитая художник из Татарстана. Она написала палестинка. Это Байгашкина Елена Юрьевна. Она из главных инициаторов вообще наша выставка, которая открылась впервые 15 мая 2021 года в Чебоксарах. Очень талантливый художник, очень много работает. И вообще она берет иногда выходной. Она педагог, преподает в школе искусства, но она берет выходной, и этот выходной использует для того, чтобы поехать дальше писать картины. у нас практически весь коллектив работает. Замечательный коллектив. Старается. Да, молодцы. Этот рынок ему несколько тысяч лет. Вообще Палестина, там у нас сохранились такие улицы, такие здания, которым ходишь по этому улице 2000-3000 лет. Вот такая, а иногда между, да, и между эти улицы может поместиться 2 или 3 человека, что пошли, не больше. Вот такие здания, вот трогаешь историю, ходишь по истории. А вот это их точка, Вилькова из Пензенской области, вот палестинская докторка, конечно, она написала 18 лет девушка, она молодая. А вот эти наряды? Это чисто палестинские наряды, да, и вышивка палестинская. Причем эти 3 картины приняли участие у нас в первая зарубежная выставка в Газа 29 ноября в прошлом году. Вот. Потом еще раз принимали участие в Ерехоне. Вот. Это картина Бичкова у нас. Вот вы кактус все знаете, и в России на каждом окно подоконнике есть кактус. Но много из вас не знают, что это фрукты, очень вкусные фрукты. Мы берем ее, открываем и кушаем, и очень полезные фрукты. Скорее всего, в Москве появляется она, я не могу сказать. Не видели, пока не освоили. Это шикарная фрукта, рекомендую. У нас есть хумус, у нас есть финики. Но хумус это... Вот кактусы у нас точно нет. Но, Мы Но начнем. имеется в виду, есть кактус, но никто не Не ест. употребляют. хумус это, конечно, национальное палестинское блюдо, которое более 7500 лет. Недавно я как раз провел мастер-класс в день города Чебоксары про хумус. Вот, видите? Надо у нас Так тоже. у нас проведете. Без проблем. Без проблем. Хорошо. Вот. Это у нас опять Поймяшкина. Написала она
арка с лестницей. Ну, она, Иерусалим, Наблус и палестинские древние города, они очень много арками вот так у нас сделаны. Тоже хорошая очень картина. Да. Здесь палестинка написали ее президент Академии художников мира. Новой эры Анатолий Силов, народный художник Россия, Чувашия, который жил за рубежом почти 50 лет. У него очень много картин, у него просто это легендарный художник. Это самая маленькая работа. У него работы 2 на 2. Это очень большие, но очень шикарные. Ему сейчас 84, скоро в будущем буду 85, но он продолжает писать. Очень молодец. Это написала у нас Алимасова Нина Александровна. Она написала выставку «Палестина глазами российских художников». И здесь она изображала посла палестинское дело в Москве. Посол Палестины. Вот она, я даже не ожидал, что она вот сама из иностранников, никто не просил, не доказывал. И написала. Самое интересное, что как, понимаете, куда бы ни шли, на вас смотрят. Вот здесь на меня смотрят. Здесь, если встану, на нас смотрят. Как Мона Лиза. Как Мона Лиза. Очень интересная картина. Здесь у нас опять замечательный у нас художник Бичкова. Она написала «Базар с лепешками». Вот палестинские лепешки очень знаменитые, очень вкусные, такие у нас в тандире готовят. Вообще палестинская кухня – это замечательная кухня. Вот, ну, это завтрак палестинский, много. У нас из того, что наша земля растет, не кушаем, у нас, допустим, чебрец. Много из вас не знают, что чебрец – это основной в еде палестинского народа. Из него мы делаем пиццу, из него мы делаем пирожки, пироги из чебреца. Это великолепно зеленый, осушенный чай делаем. В России знают его только чай. Да, это считается мужская сила. Да. И еще одна мозг, очень много в нем витаминов, которые развивают мозг. Поэтому у нас в детстве для детей в обязательном порядке здесь надо. Вот, и это, наверное, тоже, тоже. Вот из птица, вот одна из птиц, которые много палестинских птиц, конечно. Вот у нас очень интересная природа. Здесь благословенная Палестина. Написала Кучергина Ирина. Она из Комсомольского моря. Где-то 12 тысяч километров. Отсюда туда и обратно около 25 тысяч километров. Очень талантливый художник. С первой же выставки с нами участвует. Палестинская семья, национальные одежды, и так далее. Значит, это у нас Разида Юсупова, талантливый художник из Татарстана, заслуженный художник Татарстана. Тоже она из инициаторов начала этого проекта 15 мая прошлого года. Значит, Баймяшкина Елена Юрьевна с Казани, город Казань, столица Татарстан. Вот она назвала свою картину «Палестинка с яблоками». Ну, палестинские яблоки очень интересны. Есть у нас такой сорт, такой плоский, и вот такой небольшая высота. Вот такая современная картина. А его масса, она профессор, художник. Она декан педагогического университета, художественного факультета. Здесь опять Бичкова. Здесь Бичкова. Она у нас очень талантливая. Она, наверное, Ридный рынок, что ли, написала. Да, Ридный рынок она написала. Вот. С лепешками из рыбки. Да. Здесь у нас из Кирова-Чемпец, Орлова. Орлова. Здесь у нас из Одессы, из Кирова-Чемпец написала палестинский инжир. Да, инжир это очень вкусная вещь, это очень много. Чем было так? Значит, написала Шурнина Наталья Юрьевна из города Новочебоксар, Чувашской республики, педагог. Она написала мечеть Аль-Акса, как вы видите, весна. Вокруг, скажем, жасмин и так далее растет. А вот это удивительный у нас художник из города Лыцкого, Нижний Новгород,
Она написала палестинский пасьот, но палестинцы очень любят знать, очень любят знания. Он сидит, газеты читает. Хотя в то время, может быть, и не так это было, ну вот. Да. Все То после есть это- этой картины иностранных художников. Ну, они копии. Нам еще из границы не перевели. В общем, нет, там еще оригиналы есть. Там и наших российских, это вообще. Открой.
Allah, Allah yaparsın.